Голос современной Ингушетии – мультимедийная экосистема. Так главный редактор общественно-политической газеты Рашид Хамхоев описывает новый формат медиа «Ангушт». Это проект, который объединил новости, подкасты и стримы и станет драйвером развития СМИ в регионе, объединив цифровые технологии и традиции качественной журналистики. Проект мультиплатформенности. Например, сегодня аудитория, особенно ингушская аудитория, она неоднородна в своих предпочтениях. Кто-то любит читать Телеграм, кто-то любит читать газеты, смотрит ТВ. Моя цель – охватить максимально широкую аудиторию и давать информацию в наиболее предпочтительном для каждого виде формате. Например, появляется новость на интернет-газете «Ингушетия». Дальше уже эта же новость в более углубленном формате с аналитикой на Ангуш ТВ, более глубокое обсуждение на подкасте. Вот так. И каждое издание будет дополнять другое. Медиаплатформа включает в себя два направления – сетевое издание «Ангушт онлайн» и профессиональная подкаст-студия «Ангушт ТВ». Первый формат фокусируется на аналитике и контексте для глубокого понимания событий. Это полноценное новостное издание, уже доступное по ссылке. Цель не просто рассказывать, что случилось и когда, а стараться объяснить с привлечением экспертов, почему это важно и как это связано с жизнью региона. Название проекта выбрано не случайно. Эрсиметал ингуши яхжда доше ангуштар хадян доёх. Ма андакцан ши тепар ма анхалрах цудах цитепар цитлайцнах. Пространство для открытого диалога, где жители Ингушетии, общественные деятели и гости региона будут обсуждать актуальную повестку. Это про подкаст «Ангушт ТВ». Студия базируется в здании редакции газеты. Она построена с нуля. Звукоизоляция, качественное оборудование, комфорт. Все для того, чтобы звучать на уровне лучших российских медиапроектов. Те же камеры у нас, последние. Мы используем Sony FX3, там, операторы знают, что это такое. Специальные микшеры, которые заточены только на подкасты, микрофоны. Ко всему этому мы долго готовились. Даже открыть данную подкаст-студию, лично мы занимались этим, больше года уже. Ремонт, все делали своими силами. В 2024 году газета «Ингушетия» провела полный ребрендинг, обновила сайт, адаптировав его под современное медиапотребление. Печатная версия газеты также обновила дизайн. Для улучшения восприятия текста читателями подобрали специальный шрифт, что завершило создание единого корпоративного образа издания. На базе редакции функционирует уже 4 самостоятельных СМИ, включая подкаст-студию. Это переход от классической газетной модели к цифровой мультиплатформенности, отвечающей запросам современной аудитории. Я всегда отмечал, что необходимо строить медиа не только для аудитории, а вместе с аудиторией. И мы сегодня стараемся отвечать на запросы этой аудитории. В этом году газете «Ингушетия» исполнилось 32 года, а это тысячи статей, оперативность и объективность в подаче информации. К печатной прессе можно относиться по-разному, но она является выразителем общественных настроений, связующим звеном между населением и властью. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.